Уважаемые коллеги, добрый день. Мы продолжаем мероприятие международного методического семинара «Эффективный учитель для эффективной школы». Сегодня уже третий день мы с вами работаем в таком очень плотном режиме. И сейчас мы начинаем мастер-класс «Цифровые инструменты формирующего оценивания». Позвольте представить спикеров. С нами сегодня будут работать Татьяна Александровна Чекалина, ведущий методист образовательной платформы «Открытая школа», и Ирина Александровна Мещерякова, методист издательства «Русское слово». Начнем мы, наверное, с того, что разберемся, что же такое формирующее оценивание. Когда мы с вами осуществляем процесс оценивания, то мы работаем либо с оценкой внешней, которую называют еще суммирующей, обобщающей, либо с оценкой внутренней. Вот именно эта внутренняя оценка и будет являться оценкой формирующей. И здесь мы видим в табличке обозначены параметры сравнения вот этих видов оценивания. При внешней оценке оценивает субъект, который непосредственно в процессе обучения не участвует, а при формирующем оценивании оценивает именно тот человек, который обучает, педагог, который находится непосредственно внутри процесса обучения тех учащихся, которых он оценивает. Конечно, различаются и цели оценивания. Когда мы осуществляем оценку внешнюю, суммирующую, обобщающую или итоговое оценивание осуществляем, то тогда целью является зафиксировать единым образом уровень достижения учащихся по итогам освоения какого-то конкретного содержания образования. Оценка формирующая, она направлена на то, чтобы выявить пробелы в освоении ребятами содержания образования, чтобы восполнить эти пробелы с максимальной для данного конкретного ученика эффективностью. Конечно, существуют различия и в процессе оценивания. Как оценивают? При внешней оценке идет сравнение одного ученика с другим, но не посредством сравнения работы этих учащихся, а путем сравнения каждой работы, каждого учащегося с каким-то конкретным эталоном. При формирующем оценивании мы определяем индивидуальные достижения каждого ребенка, при этом мы не сравниваем результаты разных учащихся и не делаем административных выводов по результатам обучения. Следующий вопрос для сравнения этих видов оценивания. Для кого оцениваем? Оценка внешняя, она ориентирована на всю совокупность учащихся. А оценка внутренняя, она ориентирована на каждого конкретного ребенка. И, конечно, различаются инструменты оценивания при этих видах оценивания. При внешней оценке мы используем систему заданий, которые стандартизированы и по содержанию, и по процедуре, и по способам проверки. А формирующая оценка предполагает использование единичных заданий, которые не стандартизированы по содержанию, по процедуре и по способам проверки. Можно выделить следующий алгоритм создания системы формирующего оценивания. Мы начинаем с того, что выявляем планируемые результаты. Они у нас обозначены в наших федеральных государственных образовательных стандартах и конкретизированы в примерно основной образовательной программе и в рабочих программах наших учебных дисциплин. Далее организуем деятельность педагога по планированию и достижению субъективно значимых результатов, то есть значимых для каждого конкретного ребенка. И далее организуем сопровождение достижения учащимися этих результатов с помощью организованной обратной связи. При этом мы должны придерживаться 5 таких основных принципов грамотно организованного формирующего оценивания. Во-первых, мы должны регулярно обеспечивать обратную связь, предоставлять при этом ребятам комментарии, замечания по поводу их деятельности. Второй принцип заключается в том, что учащиеся принимают активное участие в организации процесса собственного обучения. Третий принцип предполагает, что педагог меняет техники и технологии обучения в зависимости от изменения результатов обучения учащихся. Следующий принцип означает, что педагог осознает, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и самооценку учащихся, поэтому мы даем именно качественную оценку деятельности ребенка. И пятый принцип полагает, что педагог осознает необходимость научить учащихся принципам самооценки и способам улучшения собственных результатов. Какие же конкретно инструменты формирующего оценивания мы с вами можем использовать, какие цифровые инструменты можем использовать? Об этом дальше пойдет речь в рамках нашего мероприятия. Уважаемые коллеги, если у вас появляются вопросы к нашим спикерам, то, пожалуйста, задавайте их во вкладочке «Вопросы». Итак, мы предоставляем слово Татьяне Александровне Чекалиной,
кандидату педагогических наук, ведущему методисту образовательной платформы «Открытая школа», также является выпускницей, по-моему, да, Нет, еще на последнем курсе, да, завершаю. Значит, уже скоро будете да. успешной выпускницей этой магистерской программы Марины Ефимовны Вайндорс-Исоевой «Электронные образовательные технологии». Спасибо. Так, пожалуйста, слово вам. Спасибо большое, Марина Анатольевна. Действительно, в начале своего выступления я бы хотела выразить благодарность за возможность выступить на таком замечательном мероприятии, потому что в течение 3 дней я вижу, что идет очень такая интенсивная, плотная работа. Я присутствовала на открытии этого уважаемого семинара, и в течение этих 3 дней также на некоторых мероприятиях побывала, послушала коллег, и, безусловно, с одной стороны, я понимаю, что мы, наверное, немножечко за эти 2 месяца устали от цифровых инструментов, от онлайн-общения, но, тем не менее, хочу отметить крайнюю важность и значимость общения с педагогами, обмен опытом, обмен мнениями, потому что даже вот на таких площадках, на мой взгляд, каждый из нас найдет что-то обязательно ценное и новое для себя. Поэтому еще раз спасибо большое. И сегодня действительно наш вот такой мастер-класс посвящен одной из главных тем – это формирующее оценивание наших учеников. Несмотря на то, что тема моего выступления действительно посвящена цифровым инструментам, на первом слайде я все-таки еще раз вот выделила 3 главные, на мой взгляд, составляющие. Марина Анатольевна их сейчас очень замечательно обобщила, действительно сделала акцент на очень важных вещах, коллеги. Я просто также хочу поддержать Марину Анатольевну, и для себя вот я еще, так скажем, сократила основные моменты, связанные с данной процедурой формирующего оценивания. Действительно, очень важна обратная связь. И сейчас, если мы немножечко поговорим про дистанционное обучение, именно недостатком многие высказывали, да даже до этой вот такой ситуации всеобщего дистанта, многие коллеги высказывали, как я сказала, уже недостатком, это отсутствие обратной связи. То есть когда обучающиеся, неважно, это наши школьники, то есть ребята младшего школьного возраста, или это студенты, либо это мы, например, с вами педагоги, обучающие дистанционно на курсах повышения квалификации, если мы просто выполняем задания, изучаем материал дистанционно, и мы не видим обратной связи со стороны педагога, ну, у нас, во-первых, какой-то дискомфорт появляется, и мы не можем сориентироваться все-таки, правильно мы выполняем задание, неправильно. Или это обратная связь хаотично возникает в ходе обучения, то, безусловно, это негативно сказывается на образовательный процесс. И поэтому сейчас в ходе дистанционного обучения очень важно давать обратную связь. Конечно, с точки зрения формирующего оценивания мы и сами, как педагоги, должны организовывать обратную связь, но и, с другой стороны, когда мы реализуем процесс формирующего оценивания, то мы должны получать и, тем самым, вернее, получаем и от наших учеников, от обучающихся, насколько они освоили ту или иную тему, то или иное понятие, алгоритм решения каких-то задач и так далее, и так далее. То есть это очень важный процесс в целом, обратная связь, ну и в частности формирующим оцениванием. Нет отметок, да, действительно, все эксперты и публикации, посвященные этому вопросу, формирующему оцениванию, все отмечают тот вот принцип, наверное, да, формирующего оценивания. Мы не должны выставлять отметку за выполнение вот такого задания. Ну вот, если мы возьмем так обобщенно, да, действительно мы должны выбирать другие инструменты с помощью других технологий, смотреть и наблюдать, и высказывать свои комментарии и оценивать ребят. Но вот от наших привычных отметок здесь все-таки, конечно, мы должны отступать. И, безусловно, в центре внимания ученик. То есть мы должны выстроить образовательный процесс таким образом, чтобы, то есть мы не можем, понимаете, в традиционной системе образовательного процесса вдруг начать реализовывать формирующего оценивания. Нет. Это, конечно, идет в целом перестройка всего образовательного процесса. И что очень важно, и Марина Анатольевна тоже увидела вот эти составляющие, это должна быть системная работа. Мы не можем сегодня на одном уроке применять наши традиционные формы
взаимодействия с учениками, а на следующий урок вдруг вспомнить, что действительно есть цифровые технологии, давайте-ка мы сегодня проведем какую-нибудь викторину или опрос. Только в системном подходе мы можем выстроить этот процесс, безусловно, очень эффективно, и мы получим необходимый результат. А результатом или целью формирующего оценивания, конечно, является улучшение образовательной деятельности каждого ученика. Мы должны вот те самые такие, знаете, уже модные, наверное, слова: индивидуализация, персонализация образовательного процесса. А по большому-то счету это действительно очень важные вещи, просто мы зачастую вот за этими новыми словосочетаниями или те, которые нам уже кажутся такими достаточно известными, мы не видим сути. А на мой взгляд, суть, конечно, она очень важна. Вот все, что я хотела сказать по теоретической, так скажем, составляющей данного вопроса. Дальше коллеги, безусловно, чуть глубже посмотрят на этот вопрос. Я все-таки перейду к непосредственной теме своего выступления – цифровые инструменты. Да, безусловно, это наши помощники. Я считаю, что тот инструментарий, который сейчас существует у педагога, он действительно может сделать эффективным в целом образовательный процесс, традиционный, дистанционный, неважно. Но здесь я тоже, коллеги, хочу обратить внимание, только профессиональное использование цифровых технологий нам позволит достичь определенных результатов, не вызовет отторжения у учеников, и мы с вами достигнем той цели, про которую мы с вами уже говорили. А что значит профессионально? Значит, мы должны понимать, что каждый инструмент имеет свои возможности и свои недостатки, и мы должны понимать и ставить перед собой, а какую мы цель хотим достичь, и, исходя из цели, уже для себя подбирать тот инструментарий, который мы можем применить в наших условиях. У кого-то есть только доска и мел, к сожалению, и нет интернета, нет автоматизированного рабочего места. Есть классы, где учителя уже полностью имеют и интерактивные доски, и мобильные классы, то есть каждый обучающийся, например, может работать с мобильным устройством, либо с планшетом и так далее. Поэтому, к сожалению, у нас условия очень разные. Но, повторюсь, к счастью, появляются различные и цифровые инструменты, которые помогут педагогам провести, вот в частности, формирующее оценивание. Коллеги, здесь вы увидели, я думаю, что многим из вас уже знаком этот инструмент Plickers. Это тот инструмент, который позволит очень быстро провести опрос в классе. Но одним из плюсов этого сервиса является то, что здесь нет необходимости использовать мобильные телефоны наших ребят, учеников. Здесь достаточно иметь только приложение у себя на телефоне учителю. И с помощью этого сервиса, этого приложения мы можем быстро провести опрос в начале урока, либо в конце в качестве, не знаю, на этапе рефлексии, на любом этапе нашего занятия данный сервис используют коллеги. Осенью буквально у меня была такая встреча непосредственно с разработчиком данного приложения, достаточно молодой наш коллега из Америки, педагог. Он на международной конференции EdCrunch приезжал, проводил мастер-класс, и действительно инструмент очень универсальный. Здесь я вам могу сказать, что поделиться лайфхаком, наверное, вот эти карточки, то есть QR-кодами, которые мы раздаем ребятам, каким образом их сохранить в целости и сохранности. Кто-то из коллег, например, их ламинирует, но ламинирование не очень хорошо, потому что иногда бывает, что не считывается QR-код с помощью телефона. Поэтому коллеги предлагают данные карточки приклеить, например, на заднюю обложку, да, учебника по вашему предмету, и чтобы ребенок, приходя в класс, он приходит к вам каждый раз с учебником, он уже показывал, не просто карточку поднимал, и вы ему раздавали каждый урок, а он поднимает учебник, на задней стороне которого данный QR-код, и поворачивая соответствующей стороной, он тем самым отвечает на тот вопрос, который он видит на доске. Коллеги, я сильно не углубляюсь в техническую сторону работы с этим сервисом, потому что я все-таки считаю, что это немножечко не моя в данном случае тема, иначе нам не хватит этого времени. Поэтому, повторюсь еще раз, очень удобный сервис, с помощью которого вы можете действительно и сохранять результаты, то есть проводить мониторинг результатов. И повторюсь, там, где в школах, например, запрещено, или вы понимаете, что не у каждого ученика есть мобильные телефоны, и вы не можете использовать данные приложения, вот как раз это этот помощник, там, где
вы можете просто использовать только карточки с QR-кодами, и ребята с помощью этих карточек будут отвечать на ваши вопросы. Итак, Plickers. Далее тоже, на мой взгляд, достаточно известный уже сервис. Сервис, на мой взгляд, также универсальный, с помощью которого можно проводить опрос как и на наших традиционных классах с ребятами, то есть 25-30 человек, когда мы в аудитории у нас находится, так и этот сервис эффективно использовать на больших мероприятиях с большим количеством слушателей. С коллегами мы проводили в рамках конференции, когда у нас более 100 человек, и нам нужно было узнать мнение коллег. Поэтому, пожалуйста, тоже возьмите на вооружение, и в частности, как я уже говорила, про формирующее оценивание. Почему? Потому что здесь можно в качестве викторины, то есть какую-то игровую ситуацию выстроить на уроке, и с помощью сервиса Kahoot, конечно, провести вот такую викторину, или это будет в виде теста. На бесплатном аккаунте в Kahoot можно создавать два типа вопросов, когда из 4 вариантов нужно выбрать единственный правильный ответ, и вопросы по типу «да», «нет», либо «ложь», «правда». Вот здесь вы видите, я в такой схематичной форме отобразила, что видят обучающиеся на доске в этот момент. То есть они видят вопрос, варианты ответов, и у них на мобильных телефонах отражаются вот такие 4 цветных прямоугольника, и они должны выбрать правильный ответ. Здесь с помощью этого сервис позволяет определить 3 лидеров, кто быстрее и правильнее ответит на ваши вопросы. Как я уже сказала, то есть это в игровой ситуации. Я знаю примеры коллег, которые используют данный сервис на уроках обобщения и систематизации, когда полностью урок выстроен с помощью этого сервиса. То есть, например, учитель задает несколько вопросов, и он видит статистику, да, по результатам. Эту статистику видят и ребята. Вы можете сразу обучающимся показывать результат, либо скрыть и в какой-то момент показать результат. А дальше вы уже, исходя из общего процента, большинство ли правильно справились с этим заданием, и тогда вам нет смысла тратить время на разъяснение этой темы, этой задачи. Вы можете перейти к более сложным вопросам, на которые меньше ребят ответило правильно, то есть было больше количества ошибок. И вы тогда разбираете этот вопрос. Дальше опять следующая группа вопросов вы даете ребятам. И опять-таки делаете паузу, анализируете, а почему произошли ошибки. Тем более здесь можно посмотреть индивидуальный, каждый как ответил. Какой ученик ответил правильно. Если, например, таких учеников меньше, ребята могут, затем вы их можете объединить с другими учениками и устроить групповую работу, организовать групповую работу и так далее. То есть, повторюсь, вот с использованием одного сервиса вот такие уроки в общении систематизации очень успешно проводят коллеги. Следующий сервис, он очень похож со сервисом Kahoot. Также можно устраивать и в виде теста, похожий, да, на тестовые задания, разрабатывать викторины, так и что-то вроде игровой ситуации. Но плюс данного сервиса, в этом мне очень нравится, я здесь пишу о том, что действительно можно сохранить вот индивидуальный темп работы. То есть обучающийся каждый со своим мобильным устройством, либо это он использует свое мобильное устройство, либо я сказала, что в классах бывают планшеты, с помощью которых он работает с данным сервисом. Но даже если нет мобильного класса, и работа за компьютером также позволяет выстроить работу с данным приложением. Итак, Quizzes. Также на доске нет смысла показывать вопросы, но на доске, например, вы можете на интерактивную доску вывести статистику, чтобы ребята видели, кто быстрее отвечает, кто медленнее отвечает, кто отвечает правильнее. Или наоборот, в большинстве случаев, конечно, коллеги не показывают этот процесс, они наблюдают за своим рабочим компьютером, либо в телефоне. Повторюсь, ученик индивидуально, каждый за своим мобильным телефоном. Вот здесь я показала самый элементарный пример, то есть он видит 10 плюс 2 сколько будет, и ниже идут варианты ответа. Ученик отвечает. Можно настроить таким образом, что он будет при ошибке, он будет сразу видеть правильный вариант ответа. Или в конце сразу он не увидит правильный вариант, а в конце вы уже также можете подвести итоги и сделать выводы вот из такого опроса.
то здесь можно сделать на время, буквально 5-минутный, сделать опрос на весь класс, или устроить самостоятельно вот такую вот работу на 10-минутные период, когда, например, дать какие-то поощрительные баллы или плюс 1 балл к оценке, кто быстрее справится с этим тестом. То есть здесь масса, коллеги, вариантов, как я сказала, я лишь только вам говорю инструмент. А каким образом его применять, зависит от очень многих условий. Итак, Quizzes. Следующий сервис, который тоже, коллеги, позволяет применять необходимо, вернее, только наличие мобильного телефона у учителя. Ребятам не нужны мобильные устройства. Вот такие карточки вы раздаете своим ученикам, и в этих вот кругляшках, да, они отмечают правильный вариант ответа. А затем вы собираете эти карточки и сканируете своим мобильным телефоном через установленное приложение каждую карточку, индивидуальную карточку каждого обучающегося. И у вас также в кабинете сохраняется результат, индивидуальный результат по каждому ученику. И вы можете, конечно, сделать здесь же анализ, здесь же посмотреть, насколько усвоен тот или иной материал, повторюсь, индивидуально по каждому ребенку. Опять-таки, это очень удобно, что каждый ребенок работает в индивидуальном темпе, и вы можете предложить на любом этапе урока вот такое работу с таким сервисом. И опять-таки, как я уже сказала, не везде у нас разрешаются мобильные телефоны, а здесь идет работа, ученики сидят и заполняют вот данные карточки. У каждого они будут индивидуальны. То есть тоже очень интересный, замечательный сервис, коллеги, возьмите на вооружение. Конечно, нам всегда хочется как-то разнообразить наши задания, и интерактивность в образовательном процессе – это тоже одна из главных составляющих вот современного урока. И вот такой сервис, как Quizlet, коллеги, конечно, он позволяет максимально сделать образовательный процесс интерактивным. И в частности, те задания, которые вы предлагаете в рамках формирующего оценивания ученикам, вот как раз это один из замечательных инструментов, с помощью которых вы можете сделать вот такие вот карточки. Здесь я даю пример, шаблон такой карточки, когда ученик может, например, работая с интерактивными упражнениями на отработку каких-то понятий или терминов. Например, по геометрии вы прошли какой-то раздел, и вам нужно, чтобы посмотреть, как обучающиеся усвоили терминологию по этому разделу. Пожалуйста, применяйте данный сервис, и ученики, с одной стороны, они тренируются, они запоминают действительно еще раз, или перед контрольной работой повторяют данные термины, которые им необходимы, либо теоремы, или принципы, или еще что-то. Поэтому вот в такой интерактивной форме, безусловно, подготовка к контрольным работам, она будет наиболее эффективна. Опять-таки, я здесь отмечаю очень важное то, что мы сказали про формирующее оценивание, что мы сравниваем не одного ребенка не со всем классом, не со всеми ребятами, а мы смотрим индивидуальное его развитие, его индивидуальную траекторию. И здесь такая возможность предоставляется. Причем, смотрите, коллеги, я обозначила вот все предыдущие термины, слайды, что это у нас идет работа в классе с такими сервисами. Но с таким же успехом вы можете и дистанционно с ребятами, вот сейчас в условиях дистанционного обучения, также применять данные технологии, и мы тоже в рамках вебинара, так скажем, своей организации, на своей образовательной платформе, мы с коллегами проводили такие вебинары, и мы делились опытом, что и при дистанционном обучении возможно применение всех этих сервисов. Итак, это был сервис Quizlet для разработки различных интерактивных упражнений. Следующий, коллеги, несмотря на то, что вот я, наверное, очень плотно работаю с этим сервисом лет 5, наверное, уже знакома, но, как показывает мне опыт, я очень много работаю с коллегами, с педагогами, не все знакомы еще с таким универсальным, на мой взгляд, сервисом Learning Apps. Этот сервис, поверьте мне, известен не только у нас в России, это международный сервис с готовыми интерактивными заданиями. Я могу очень долго рассказывать про возможности данного приложения. Во-первых, очень кратко, конечно, я не буду углубляться. Прежде всего, плюс данного сервиса, что там не нужно регистрироваться учителю. Вы можете использовать его без дополнительной регистрации, без каких-то других усилий с вашей стороны.
просто зайдя на сайт и посмотрев уже готовые интерактивные задания, подобрать для своих учеников с учетом их уровня готовности, с учетом, как я говорила, тех ваших болевых точек, то есть вы понимаете, что какая-то тема сейчас дается очень тяжело ребятам, вы можете выбрать просто готовые задания и опять-таки, причем смотрите, это готовое задание выдать индивидуально каждому ученику, чтобы он отработал либо какую-то терминологию, либо необходимо ему напомнить об основных, например, этапах или периодах с точки зрения исторического развития, либо еще какие-то понятия. Сделали подборку заданий. У каждого задания на этом сервисе имеется как просто гиперссылка, которую вы можете дать, повторюсь, индивидуально каждому ученику, так и имеется QR-код, который, то есть как вам удобно, по гиперссылке ребята проходят. Если знакомы с QR-кодом, значит, вы высылаете QR-код, и они проходят по этой ссылочке. Здесь опять-таки обозначила, что это в рамках домашней работы, но это можно работать и в классе, также особенно очень интересно на интерактивной доске. То есть первое, без всякой регистрации вы используете готовые задания, размещенные на этом сервисе. Второе, если вы зарегистрируетесь, там очень легко можно завести туда в личный кабинет и всех своих ребят. Система сама вам предложит логины и пароли, и вы эти логины и пароли раздаете ученикам, и они, соответственно, заходят уже на вашу страничку, на те упражнения, которые вы подготовили. И вы будете видеть, зашел ребенок, сколько он времени потратил на выполнение этого задания, справился он успешно, либо не справился. То есть, конечно, опять-таки, с точки зрения самоподготовки, самообразования, на мой взгляд, это один из лучших сервисов, потому что на этом сервисе он не увидит оценку 2, 3 или 5. Там, как правило, настраивается автоматически либо веселые какие-то смайлики, например, то, что можно использовать с младшими школьниками, либо вы можете сами настроить и дать обратную связь, то есть ту, которую вы посчитаете нужным, подробную, либо краткую обратную связь, которую ученик получит в зависимости от того, правильно он выполнил ваше упражнение, либо неправильно. То есть, опять-таки, максимально можно выстроить индивидуальный подход при работе с данным сервисом. Поэтому возьмите, пожалуйста, на вооружение. Там масса, там более 20 различных интерактивных заданий. Есть более такие строгие, такие как, например, ближе, похожи к тестам. Есть ближе, опять-таки, к игровым технологиям, там, не знаю, игры, кто хочет стать миллионером по принципу телевизионной игры, викторины всевозможные. Очень нравится мне задание «Запомни пропуски», когда вы, например, хотите отработать какие-то ключевые правила или теоремы, можно предложить такие задания. И если, повторюсь, у вас там есть личный кабинет и заведены ваши обучающиеся, то вы будете видеть индивидуальный рост каждого ученика. Итак, это Learning Apps, очень знаменитый сервис, но, повторюсь, не все коллеги знакомы с ним. Еще один очень интересный сервис, коллеги, опять-таки, на мой взгляд, очень универсальный. С одной стороны, Mentimeter можно использовать для разработки интерактивных презентаций. Либо вы работаете в классе, либо сейчас, когда в условиях дистанционного обучения, вот как разнообразить онлайн-занятия, когда вы проводите с ребятами уроки в дистанционном формате. Пожалуйста, вы можете использовать такой сервис и продемонстрировать такую презентацию. Но мне он больше нравится, и коллеги его используют для получения обратной связи, когда в конце, на этапе рефлексии, ребята могут выразить свои эмоции и написать, понравилось им занятие или не понравилось, все ли им понятно или непонятно, какой наиболее интересный момент вызвал интерес какой этап вызвал интерес учеников. Это так называемое облако слов. Вот здесь вот на картинке немножечко вот его видно. Именно такой тип задания, инструмента здесь представлен. Там достаточно тоже много инструментария имеется в этом сервисе, но он условно бесплатный. В бесплатном доступе, к сожалению, конечно, ограниченные инструменты, но тем не менее очень много коллег используют данный сервис. Также у вас будут храниться, то есть вам достаточно разработать один раз абсолютно разные задания, разные презентации, и все это у вас будет храниться в вашем личном кабинете. В любой момент вы можете запустить то или иное задание в зависимости от того, с каким классом вы работаете на сегодняшний момент.
Более того, это можно работать и удаленно, как я уже сказала, например, в рамках домашнего задания. Вы выдаете код доступа к вашей презентации, и каждый ученик дома по этому коду может зайти и выполнить то или иное задание. Этот код, он хранится в течение 2-3 суток, затем он просто меняется, но, повторюсь, задания все эти ваших сохраняются в вашем кабинете. То есть вот буквально несколько навскидку вариантов, как можно использовать этот сервис. С одной стороны, для получения обратной связи, с другой стороны, как разработка интерактивных презентаций, которые вы можете использовать на онлайн-уроках или в традиционном нашем процессе. Очень интересный сервис Mentimeter. К сожалению, да, он на английском языке, но достаточно простой интерфейс, и считаю, что очень можно с переводчиком достаточно легко можно с ним разобраться. Возьмите, пожалуйста, себе на вооружение. Коллеги, у меня на этом я завершаю. Хочу лишь только подвести итог своему выступлению. Как и сказала в начале, конечно, мы должны ставить очень четкие перед собой цели, чего же мы хотим достичь в рамках одного урока, в рамках серии уроков по какой-то очень сложной теме. И исходя из наших целей, мы подбираем для себя инструментарий. Вот сейчас я вам рассказала только лишь несколько, вот прям очень-очень такие, не знаю, наверное, может быть, 5-10% имеющегося инструментария у современного учителя. Но поверьте мне, я сегодня несколько раз делала акцент на том, что вы и не только для формирующего оценивания можете использовать данный инструментарий. С одной стороны, он, конечно, разнообразит ваши уроки, ваш образовательный процесс. С другой стороны, поверьте мне, он вам облегчит жизнь, особенно сейчас в условиях дистанционного обучения. Я считаю, что то, что мы можем автоматизировать, конечно, мы должны автоматизировать максимально. Там, где мы можем сделать автоматическую проверку знаний наших учеников, мы должны использовать разумные профессионально-цифровые инструменты. А у нас с вами остаются другие возможности, как мы можем проверить. Сам ребенок выполнил, либо ему помогли родители, списал он, либо он действительно потрудился и он сам выполнил данное задание. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь данными инструментами. Я вам всем желаю успехов, желаю здоровья. Здесь имеется моя почта. Если вы можете найти меня на Фейсбуке, связаться, если вам буду полезна в каких-то других вопросах, потому что моя профессиональная деятельность связана именно с электронными образовательными технологиями. Я готова помочь каждому и высказать какие-то другие предложения, дать вам рекомендации. Спасибо большое еще раз, Марина Анатольевна. Спасибо, Татьяна Александровна. Очень интересное, содержательное выступление. Я думаю, коллеги увидели, что действительно много возможностей дают нам цифровые различные ресурсы для организации именно формирующего оценивания, в части получения обратной связи. И, коллеги, если кто присутствовал из вас вчера на встречах с нашим коллегой из университета имени Сэма Хьюстона, Андрея Витальевича Коптелова, он говорил, что большинство из этих инструментов в американских школах тоже используются. Конечно, да? То есть действительно конечно. те инструменты, которые проверены и временем уже, да, и расстоянием, да, скажем так. Совершенно действительно, верно. они себя очень хорошо зарекомендовали. И плюс их в том, что большинство из них бесплатные, да, по крайней мере, в какой-то части, конечно, дают очень много возможностей, и они очень просты для освоения и учителям, и ребятам. И ребятам, да. Спасибо большое. Да. Всего доброго, коллеги. Спасибо, Татьяна Александровна. Напоминаю, коллеги, что у нас на сайте нашего семинара в разделе «Мастер-классы» вы можете просмотреть видеозаписи вебинаров, семинаров, в том числе и от наших партнеров. Там можно найти и различные фишки по использованию цифровых инструментов, которые вы можете использовать для организации формирующего оценивания. А мы передаем слово Ирине Александровне Мещеряковой, кандидату технических наук, методисту издательства «Русское слово». Ирина Александровна, пожалуйста, подключайтесь. Приятно, да. Извините, что вот я вот с наушником, у меня, к сожалению, связь такая только. Добрый день, Ирина Александровна, мы вас... Да, здравствуйте. Вот.
Я хочу поддержать Татьяну Александровну с ее выступлением. В свою очередь сказать, что наши педагоги и наши методисты уже применяют в своей практике и Kahoot, и Quizlet, и в том числе не только в школе, но и в ходе наших вебинаров для организации обратной связи. Действительно, очень хорошие ресурсы. Вот. Ну, а мы сейчас поговорим немножко о базовых принципах и основных техниках формирующего оценивания. Какие-то слайды у меня будут, возможно, повторяться, поэтому я буду говорить более коротко на этих слайдах. Ну, постараюсь, конечно, уложиться в то время, которое мне отведено. Итак, прежде всего мы должны четко разделить понятие отметка и оценка, поэтому здесь я немножечко представила информацию о том, что такое оценивание. То есть оценивание – это достаточно комплексный процесс, поэтому здесь мы и собираем информацию о качестве образования и динамике результатов, причем не только обучения, но и воспитания, и мы обрабатываем эти результаты для того, чтобы принимать какие-то конкретные решения и ставить цели для дальнейшего нашего продвижения вперед. И, конечно, задачи оценивания тоже, они вполне известны, я вот привела их еще разок. Здесь эти задачи у нас поставлены в стандартах, поэтому какие у нас задачи? Спрогнозировать возможные последствия введения тех или иных методических подходов, обеспечить обратную связь, о чем уже сегодня было сказано, оценить степень достижения намеченных целей, оценить, в какой мере наблюдаемые изменения связаны с проведением тех или иных методических мероприятий и, конечно, предоставить доказательную базу для дальнейшего внедрения или для дальнейшего, скажем, так сказать, не внедрения тех или иных методик, которые мы опробуем на практике. Потому что в одной аудитории методики будут показывать хорошие результаты, а немножечко в другой аудитории, да, с другими детьми нужно будет уже корректировать методики и техники оценивания и применять совершенно другие. Виды оценивания, всех вы их прекрасно знаете. Кто-то в некоторых источниках текущее итоговое оценивание объединено, я их разделила, потому что это действительно, на мой взгляд, разные вещи. То есть текущее оценивание зачастую имеет накопительный характер, и то, что вот было сказано, давайте поставим плюсик, давайте добавим балл, который в конечном итоге приведет к какой-то отметке в журнале, да, это вот как раз вот то текущее оценивание, о котором мы говорим. Это как ребенок выполняет домашнее задание, как он старается и так далее. То есть вот это вот накопительность, накопительный характер, который в конечном итоге проявляется в какой-то конкретной отметке в журнале. Итоговое оценивание, ну, понятно, это и наши экзамены, и ОГЭ, и ЕГЭ, да, то есть это вот такие глобальные итоги. Ну, и есть итоги поменьше, это контрольные работы, которые мы проводим после прохождения той или иной темы, это промежуточные результаты за четверть, триместр и так далее. И все это, опять же, связано с какими-то отметками. А вот формирующее оценивание, оно не связано с отметками, оно сопровождает процесс обучения, и его основная цель – это выявить пробелы в освоении знаний и направить вот всю энергию, которая у нас есть, для того, чтобы восполнить эти пробелы. И, как я уже говорила, отметок в числовом выражении здесь нет. Здесь либо вот какие-то эмоциональные составляющие, это поддержка, это мотивация. То есть совершенно другая цель у формирующего оценивания, в отличие от всех остальных. Цель – это улучшение качества образования, а не обеспечение оснований для выставления той или иной отметки. Именно поэтому формирующее оценивание практически никогда не является бальным. Ну и с учетом вышесказанного, формирующее оценивание – это процесс поиска и интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют для того, чтобы решить
как далеко они уже продвинулись в том или ином в освоении того или иного материала, куда им продвинуться и как это сделать наиболее лучшим образом. В динамике действия оценки – это совокупность определенных умений. И здесь формирующее оценивание нам необходимо, потому что именно оно дает уверенность ребенка в том, что он будет в дальнейшем оценен соответствующим образом, то есть уже получит не оценку не как формальную, да, там ты молодец, ты хорошо поработал сегодня, да, а вчера у тебя был великолепный вот результат и так далее, а уже в оценке, в отметке, которая будет выставлена на каком-то итоговом промежуточном тестировании или экзамене и так далее, и выставлена с помощью экспертов, да, как экспертная оценка. Поэтому ребенок для себя должен определить, умеет он или не умеет решать те или иные задачи, то есть есть у него наличие у него или отсутствие способа решения или выхода из той или иной ситуации, умеет ли он соотносить полученные результаты с поставленными целями, да, то есть какая была цель у нас в начале урока поставлена, и дальше он должен научиться быть готовым для внешней оценки со стороны. То есть подход к отметке, он постепенный. Он шаг за шагом, это уже третий этап, это даже не третий, а четвертый этап, потому что ребенок должен сначала оценить, определить, а готов ли он к этому оцениванию, и только потом уже должна проводиться оценивание уже в формате отметки. Что позволяет формирующее оценивание учителю? Во-первых, когда мы только готовимся к формирующему оцениванию, мы продумываем о целях, а зачем мы это делаем. На каждом из этапов уроков у нас всегда есть четко поставленная цель. Иногда мы при этом заглядываем в федеральный государственный образовательный стандарт, да, который нам подсказывает, какие цели конкретные мы должны ставить. Если мы посмотрим новую редакцию федерального образовательного стандарта, там уже прямо по пунктам для каждого предмета уже более конкретно расписаны все эти цели, и, конечно, этим надо пользоваться. Конечно, еще что это позволяет? Это позволяет ребенка сделать субъектом образовательной и оценочной деятельности, то есть вовлечь ребенка в оценочную деятельность, тем самым приучая его к самооценке. Таким образом, конечно, это снимает большинство вопросов к учителю о том, а почему у меня вот такая оценка сегодня на уроке. То есть вот этот вопрос «почему?» он снимается, потому что ребенок учится оценивать, учится самооценке, учится быть экспертом в оценивании своих не только одноклассников, да, но и, возможно, учителей, потому что достаточно большое количество учителей уже сейчас готовы к тому, что в конце урока им ученики ставят оценки за то, как они провели тот или иной урок. Это может быть в том числе и с помощью техники цифровых каких-то технологий, это могут быть и просто смайлики, которые на доске нарисованы, если нет каких-то возможностей использовать цифровые технологии и так далее. И что очень важно, это помогает учителю учиться на ошибках, потому что с внедрением той или иной техники он может понять, результаты улучшились или они стали хуже, то есть или с помощью каких техник результаты улучшаются наилучшим образом, и таким образом отобрать себе из достаточно огромного количества всевозможных приемов, техник и методик те, которые конкретно у него хорошо получаются, которые понятны его обучающимся. Базовые принципы оценивания, я их сейчас не буду зачитывать, это те принципы, которые написаны в стандартах.
Здесь я хочу остановиться на том, что у нас оценивание – это критериальное, что критерии оценивания, алгоритмы выставления оценок и отметок должны быть известны учащимся, и кроме того, зачастую обучающиеся должны принимать участие в разработке этих самых критериев. И таким образом они немножечко как бы переносят себя из роли ученика в роль эксперта, в роль учителя, и уже немножко по-другому относятся к тому, какие оценки ставятся им в процессе урока, либо в процессе прохождения той или иной темы. Ну, вот таким образом приучаются к самооценке. Принципы формирующего оценивания, ну, на сегодняшний день разных источников немножечко они разнятся. В конце моей презентации у вас есть ссылочка на вот эту работу, где вы более подробно почитаете о каждом из этих принципов. На что хочу обратить внимание? В том, что, да, это центрировано на ученике, это индивидуальная работа с каждым учеником, но направляется она учителем. То есть учитель здесь, у него руководящая роль. Да, оно разносторонне результативно. И оно формирует учебный процесс, потому что по итогам того или иного оценивания мы корректируем свою работу. Оно непрерывно. То, что написано в наших стандартах, то, что оценивание должно иметь непрерывный характер, и основано на качественном преподавании. И здесь, конечно, я хочу согласиться со своими коллегами, что дистанционные формы работы не дают нам оснований говорить, что это качественное преподавание, потому что оно не обеспечивает обратную связь. Мы, по сути, не сильно знаем, что делает ребенок по ту сторону экрана, как он усвоил тот или иной материал. И поэтому вот в той ситуации, в которой мы находились буквально, или кто-то находится, у нас 9 и 11 класс еще продолжает обучение, в этой ситуации говорить о таком хорошем, грамотном оценивании формирующем мы, по сути, не можем. Вот. К сожалению, у нас уже нет больше времени, чтобы до конца... Ну, на самом деле, давайте сколько, 3 минуты у нас будет, да? Ну, 3 максимум. Хорошо. Надо освобождать вебинарную комнату, 15 уже следующее должно начаться. Хорошо. Ну вот Татьяна Александровна немножко затянулась, наверное. Значит, группы приемов очень много, их действительно разные, и приемов очень много. Кто-то насчитывает их порядка несколько десятков, а кто-то говорит, что их несколько сотен, поэтому их и группируют. Здесь у меня приведены примеры, я, конечно, хотела немножечко поподробнее о них говорить, но вот если говорить о примерах, то сигналы – это как раз то, о чем говорила Татьяна Александровна в своем выступлении. То есть сигналы – это действительно одна из групп приемов формирующего оценивания. Каждый учитель в своей работе будет выбирать те приемы и те техники, которые ему понятны, которые понятны его ученикам. Их не должно быть слишком много, потому что ученики должны втянуться в эту работу, ну, порядка 6, может быть, 7 приемов, которые можно расширять постепенно, да, и показывать их в работе дальше. Один из приемов – это так называемая алгоритмизация. И здесь я хочу привести пример из учебника 5 класса по математике нашему. Это обычный пример алгоритмизации измерения отрезков. Что нужно сделать, что сделать, если не получается, и так далее. И в этом же учебнике есть алгоритмизация доказательства, геометрического доказательства, теоремы о том, что сумма углов треугольника равняется 180 градусов. Вот видите, в каком виде, в виде последовательности рисунков приведен этот алгоритм.
ученик в роли учителя, это тоже понятно. Перевод информации из одной формы в другую. Очень, опять же, тот же учебник 5 класса. Очень важно уметь преобразовывать информацию из словесной формы, например, в табличную, и таким образом решать такие сложные, на первый взгляд, логические задачи. То есть вот если прочитать эту задачу, не каждый взрослый сможет ее решить, а с помощью перевода информации в табличную форму эта задача достаточно просто решается. В учебнике приведены, опять же, примеры. Классификация приемов достаточно большая. Внизу у вас есть ссылочка, где посмотреть более подробно. Соответственно, техник тоже очень много, как я сказала, их большое количество. Мы выбираем те техники, которые нам наиболее интересны и согласуются с нами, с нашей работой, которые принимают наши учащиеся. Этапы внедрения техник у вас представлены на экране. Некоторые разбивают на большее количество этапов. Обратите внимание, как изменяются схемы и карты понятий в учебниках, например, по физике. Если в 7 классе это у вас простая схема, да, это то, что мы тоже говорили, да, то есть ту технологию, которую нам показывали совсем недавно, можно с помощью нее это делать. Если мы берем учебник 10 класса, это уже схемы достаточно серьезные. Опять же, это спираль, это постоянное возвращение к одному и тому же, но на более высоком этапе развития. Это могут быть направляющие вопросы. Например, в учебнике физики 9 класса как бы выстраивается технология подачи материала с помощью вопроса и ответа к нему. Да, то есть тоже интересная такая технология учебника. И вот то, о чем я говорила, дополнительная литература. Я здесь взяла не так много дополнительной литературы. Первые два примера у вас работают по ссылочкам, то есть там вы можете более подробно ознакомиться, вернее, последние 2 примера – это прям непосредственные ссылки на ресурсы, которые лежат в открытом доступе. Первая ссылочка – это на вот эту книгу «Приемы формирующего оценивания». Возможно, кому-то этот методический конструктор покажется интересным. Если у вас какие-то вопросы остались, то на экране вы видите мои координаты. Пожалуйста, связывайтесь, пишите письма, заходите на наши вебинары, смотрите записи, где вот есть эта тема, уже как бы был вебинар в более таком подробном изложении. Спасибо большое, Марина Анатольевна, за приглашение. Ну вот извините, что, может быть, немножко получилось так смазать мою презентацию, но я постаралась изложить все, что я хотела. Спасибо большое. Всего доброго. Мы благодарим вас за такую концептуально выстроенную презентацию. И, конечно, все материалы нашего международного методического семинара, они будут доступны для наших коллег, для наших слушателей. Сейчас наш программист переведет презентацию во вкладочку «Материалы», и вы сможете их скачать и с ними поработать. Спасибо. Конечно, проблема формирующего оценивания, она занимает достаточно много времени, да, и за полчаса невозможно все инструменты рассмотреть, но, тем не менее, мы хотя бы начали в эту проблему погружаться, и, конечно, мы будем продолжать наши семинары, вебинары по проблемам оценивания и по проблемам качества образования. Уважаемые коллеги, всем спасибо, мы переключаемся, переходим в следующую вебинарную комнату на следующее наше мероприятие.